Антироссийских настроений в Абхазии нет, отметили представители общественно-политических организаций. Абхазский народ даже в послевоенные тяжелые блокадные годы, когда нас морили голодом и холодом, не испытывал антироссийских настроений. Напротив, именно тогда мы протягивали руку дружбы и братства. Также сообщаю, что Абхазия – единственное государство на постсоветском пространстве, где последовательно сохраняется русский мир. Язык, культура, школы, государственное делопроизводство ведется на русском как втором государственном языке. Ярлык антирусских в Абхазии не приживается. Самое время остановиться и провести своеобразную перезагрузку абхазо-российских отношений. Не какую-то глобальную, у нас нет глобальных проблем, у нас есть проблема каких-то мелких, искусственных недомолвок, проблем, создаваемых на ровном месте. Я думаю, их надо как можно быстрее разрешить, учитывая обстановку в мире вокруг наших стран. Может не поздоровиться всем участникам этого процесса. Пожелание первому заместителю администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко расширить круг общения, в том числе и с представителями различных партий и движений, как в свое время сделал, будучи премьер-министром Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, находясь с визитом в Абхазии. Давайте встретимся и открыто обсудим, как нам развивать отношения дальше. Расставим все точки над «и». Представители оппозиционных сил республики считают, что выдача российских водительских прав и внутренних гражданских паспортов в республике была незаконной. На сегодняшний день паспортизация, проходящая в Республике Абхазия, незаконна. Этот вопрос исполнительная власть не урегулировала. Понимаете, это очень важный вопрос. И когда мы говорим о нарушениях законов власти, необходимо на это реагировать. Каждый аргумент в пользу незаконной выдачи внутренних паспортов Российской Федерации и водительских удостоверений в вашем интервью имеет под собой договоренности, оформленные в документы. Бадра Зурабович, вы президент суверенного государства, признанного Российской Федерацией. Зная теплое отношение Владимира Путина к Абхазии, разве не логичнее было бы попросить, чтобы единственная страна, признавшая нас, признавала бы наши водительские удостоверения и наши паспорта на своей территории, даже если у нас есть российское гражданство? Ссылаясь на удобство граждан, кстати, нарушая законодательство Российской Федерации и Республики Абхазия, раздают паспорта другого государства. Все фигуранты этого беззакония нам известны, мы уже их называли. Министр культуры ну, его скушими пигоза, гея, закону, как шок, но за хунткарат безшва, шахадзгл загюз, а бартку зидка, но обстагда, тара, агора, сухтах, агора саман, бячкун, ефшио, абсна, дахагур, хускузи, гимншала хотха, санхуцуз, яхагюс гогой. Акхаз мамас видазом, яхагюс гогой. Теперь я бы хотел предложить некий слоган «Айчувераду» – большой разговор. Почему? Потому что вновь назрела необходимость выйти на формат большого разговора. Речь идет о вопросах общенационального значения, касающие судеб нашего народа и страны. Такие темы требуют участия представителей всего общества. Перед Абхазией стоят стратегические вызовы, которые не решались годами. Без их преодоления невозможно движение вперед. В завершении встречи представители общественно-политических сил приняли резолюцию, в которой призывают Генеральную прокуратуру и парламент дать оценку действиям чиновников. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.